Салам алейкум, дорогие подписчики. Хотела я с вами поделиться лечением моего ребенка. Диагноз это очаговая аллопеция. Было это моего ребенка 9 лет, когда мы жили на Кавказе. Я ходила, отвезла ребенка к трихологу, детским трихологам. Она оставила диагноз, и она ну, все это анализ, как это взяли и диагностировали. Это вот очаговая, это аллопеция. Потом она назначила это лечение. По этим назначениями это начали лечить, а моего ребенка не понравился. Это запах, это мазь, отвратительный запах. Это от мазы, который я намазала на это местачок. Она начала плакать: мама, не могу уснуть от запаха. Это маза, пожалуйста, ты лечи своим методом. Потом я начала лечить своим методом, но это добавилось, ну, параллельно это, с этой методом, это трихолог лечила. Только масло я убрала, вместе масло я черный тмин это масло я использовала. И еще я добавила там пиявки и это, да, пиявки. Я это пиявки из косметических купила. Косметические пиявки, вокруг это очаг ставила пиявки. Процедура я сама это не говорю, сколько процедур, и пиявки это пользовала. Еще это черный тмин масло, потом обрабатывала это после этой пиявки. Поставила это, ну, как это, намочила это стерильнее эту вату на это масло черного, это же масло черного, поставила прямо на очаг и помазала все это голову. Ну, голову мне, конечно, постригли волосы. Моя дочка говорит: мама, мои волосы длиннее. Я говорю: ничего, говорю, волосы не уши, они растут. Волосы, голову чисто постригли. На этого место очага, это я стерильную вату намочила, это масло, это отжим черный, и поставила, и полную голову как это забинтовала. Вот так это через каждые это сутки, одну сутку забинтовала, одну сутку голову как это освободила, сутку забинтовала вот таким способом, и, как это, одну сутку как это оставила, что кожа задышала кислородом, подышала. То есть потом вот таким способом это в течение месяца мы лечили. Полные очаги, как это, исчезли, волосы начали расти. Да, это потом мы ходили к врачу через месяц. Она сказала, как это поправление, выздоровление от кожи идет. Это хорошо. Она потом уменьшила как это дозу и лечение. Она сказала, ну еще посмотрим еще месяц, а в течение второй месяц волосы все как это росли, слава Аллаха. Это у нас в конце мая она диагноз ставила, полный июня лечила своими методами, а это с этой пиявкой, это как ее зовут, масло черного тмина. Тмин, вот так. И потом, после этого, в конце июня, полный июня я лечила свои процедуры. В конце июня мы ходили к трихологам повторно, она как это смотрела. Потом еще июль мы как продолжали по ее этой рекомендации. Я второй раз ее рекомендации, это мы не принимали медикаментозное лечение, только я внутрь еще дала ребенка. И сначала, вот в июне тоже еще, внутрь тоже дала, она пила. И каждое это лечение, процедуру я обязательно даю внутрь, тоже пьет мой ребенок. Мы продолжали пить это черное тмино масло еще второй месяц. И это голову намазала черное тмино масло тоже. После того, что начали расти это волосы, чистая это кожа, чистая голова. Вспомнила, машала баракала. Вот июль, август, волос выросли до этой шеи. Начало сентября, до этого начала учебного года мы ходили еще к трихологам. Она дала разрешение, сняла с учетом, она сказала, она может ходить в школу. И вот так. Таким способом я лечила своего ребенка, алхамдулилля, машалла баракалла. И волосы росли. Волосы, не уши, росли. Вот с этого момента, алхамдулилля, машалла баракалла, вспомнила, что из глаза своего ребенка волосы уже, у нас уже проблем нет. Уже как это 9 лет ей было, да. Так это первый раз это. Но это аутоиммунное, это как это заболевание, это генетическое заболевание называется, вот это очаговое, это аллопеция. Поэтому Аллах же разум нам дал. Я же всегда говорю, что я это живу по Корану Сунна и исследую это медицина пророка. Поэтому я хожу, диагноз уточню к врачу, потом начинаю это лечить по этой рекомендации назначения врача. Если ребенку не нравится, вот не спала мой ребенок эту ночь, вообще отвратительный запах. Мне тоже из комнаты, из квартиры это запах, это маска, как это
распространялось, распространился этот запах. Поэтому я, когда если не подходит или как это не дает результат, я сразу как это начинаю посуни лечить себе и ребенка тоже. Да. Я больше 26 уже как это таким методом, как это живу и лечу. Но врач обязательно к этому специалисту я обращаюсь. Что я, что ребенка, что кто бы ни спрашивала, с специалистами обращаемся, все эти анализы сдадим, все обследования проходим, диагноз ставят, все назначения тоже возьмем, купим из аптеки. Если что-то не нравится, если что-то не подходит, если не дает результат, и начинаю лечить по сунне, по медицине пророка, иншаллах. Благодарю за внимание.